каждом регионе власти определяют налоговые ставки и налоговую базу, а также решают, кто из граждан может получить льготы по налогу. Узнать об этом относительно нашего региона позволяет специальный сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Деньги, которые уплачены гражданами по налогам, пополняют бюджеты муниципалитетов, благодаря чему местные власти финансируют расходные статьи местных бюджетов и решают социальные задачи. Налоги в бюджеты различных уровней обязаны платить как компании, так и граждане. Именно эти средства впоследствии участвуют в финансировании различных сфер общественной жизни – здравоохранения, образования, дорожной отрасли и так далее. Налоги физлиц и организаций отличаются, и некоторые из них удерживаются автоматически. Другие необходимо платить самостоятельно. Не все знают, что государство готово поддержать своих налогоплательщиков, например, при покупке квартиры, получении образования, лечении, занятий спортом. Для этого существует налоговый вычет – сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу или возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Проще говоря, вычет позволяет платить меньше налога и вернуть уже уплаченный в течение года налог, то есть получить деньги. И сегодня в нашей передаче про деньги мы поговорим про налоги и налоговые вычеты. Налоговый вычет могут получить только граждане и, соответственно, налоговые резиденты России, которые платят налог на доходы физических лиц. Если у вас нет официального источника дохода, с которого вы платите налоги, то налоговый вычет вам не дадут. А какие существуют виды налоговых вычетов и какие суммы по ним можно вернуть, нам расскажет наш постоянный эксперт Светлана Александровна Платонова. Светлана Александровна, расскажите нашим телезрителям, какие виды налоговых вычетов существуют? Добрый день. Существует несколько видов налоговых вычетов. Это стандартные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты, они полагаются людям определенных профессий. Например, это ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды, а также семьи погибших военнослужащих. И мы знаем, что стандартные вычеты получают все люди, у которых есть дети. Это нам оформляют работодатели, поэтому на этом мы долго останавливаться не будем. Нас более интересуют такие вычеты, как социальные налоговые вычеты, потому что их может получить каждый человек ежегодно. Естественно, человек, у которого есть официальная работа, у которого есть справка 2 НДФЛ. За услуги в области медицины, за образовательные услуги, также занятия спортом. Если есть договор со страховой компанией от 5 лет, или постоянный какой-то договор, а также за добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, ежегодно можно возвращать сумму не более максимальных расходов 120 тысяч. Это сумма 15 600. В том случае, если у вас есть официальный доход. Следующий вид вычетов – это инвестиционный налоговый вычет. Там есть два типа. Есть такой тип, как тип А. Это налоговый вычет инвестиционный по индивидуальному инвестиционному счету. Это такой вид брокерского счета. И налоговый вычет на взнос называется он. Это означает, что если вы каждый год будете пополнять свой индивидуальный инвестиционный счет ИИС на максимальную сумму, допустим, 400 тысяч рублей, то можете вернуть от государства 52 тысячи рублей. Это не означает, что нужно ежегодно пополнять именно на 400 тысяч. Вы можете пополнять столько, сколько для вас удобно. Это может быть и 10 тысяч рублей, это может быть и 100 тысяч рублей. Главное, чтобы сумма не превышала 400 тысяч рублей, потому что больше 52 тысяч вам не вернут. Второй тип – это тип Б. Он больше подходит для пенсионеров, для индивидуальных предпринимателей, для самозанятых, то есть для тех людей, у которых нет справки 2 НДФЛ. Там идет освобождение от уплаты НДФЛ за те ценные бумаги, которые имеются на счете, если им владеют больше 3 лет. Третий налоговый вычет, самый такой, наверное, известный, потому что он позволяет получить сразу крупную сумму, это имущественный налоговый вычет.
Если вы приобрели недвижимость, например, это была новостройка, и если новостройка была без отделки, то даже если вы сделали Ремонт? ну, должно звучать именно отделка, да? И в договоре купли-продажи нужно обращать на это внимание, чтобы было написано именно отделка этой недвижимости, а также материалы, которые использовались, да, и работа мастеров. Если у вас есть договора, то тоже можно получить налоговый вычет. Также, если было строительство объекта недвижимого, и если вы оформили ипотечный кредит, то дополнительно еще и за сумму выплаченных ипотечных процентов тоже можно вернуть налоговые вычеты. Теперь поговорим по суммам. Да? Социальный налоговый вычет – это максимальная сумма 120 тысяч рублей, которую принимают к учету, то есть 15 600 вычета именно в денежном выражении. Дальше по инвестиционному налоговому вычету, если тип А на взнос, это 400 тысяч рублей. Если тип Б, то пополнение брокерского счета максимально это 1 миллион рублей и освобождение от уплаты НДФЛ, значит, по тем активам, которыми владели больше 3 лет. Я бы хотела заострить на этом внимание, именно на суммах. Так как я часто вижу сообщения в интернете о том, как, например, помогу вернуть миллион от государства. И ведь многие на самом деле думают, что можно сразу получить этот миллион. И хотя на самом деле вот те суммы налоговых вычетов, о которых вы сейчас сказали, вот сколько это может составить для стандартного гражданина, у которого стандартный вид дохода, там, допустим, да, средний, там, который составляет, допустим, 50 тысяч рублей? Вот сколько он может получить вот, согласно имущественному налоговому вычету, стандартному вычету и социальным вычетам? Вот если он воспользуется этой возможностью и оформит эти вычеты. Ну, смотрите, если человек имеет справку 2 НДФЛ, он всегда может посмотреть, там есть сумма уплаченная и перечисленная в бюджет. Вот эта графа, сумма уплаченная и перечисленная в бюджет, это и есть та сумма, которую можно вернуть. Да? По имущественному налоговому вычету от максимальной суммы 2 миллиона рублей по сумме объекта, да, можно вернуть 260 тысяч рублей. 2 миллиона, то есть это вот предельно самая наивысшая сумма? Это предельная сумма, выше которой вы не вернете. То есть если у вас объект стоит, например, 4 миллиона рублей, то вы можете вернуть только с 2 миллионов рублей ваших расходов. То есть это 260 тысяч рублей. Ага. Ну, учитывая особенность нашего региона, все-таки чаще стали покупать частные дома с участками. Вот если может ли человек получить вычет, допустим, на частный дом и на земельный участок? Человек может получить налоговый вычет на объект недвижимости, именно квартира или дом. Земельный участок нет. И сумма вычетов, вот именно имущественная, она же самая большая получается? Ну, самая существенная такая сумма, это, конечно, по имущественным налоговым вычетам, поэтому об этом многие знают. Да? Это, как я уже сказала, 2 миллиона суммы приобретения. И по ипотечным процентам, которые выплатили по ипотечному кредиту, максимальная сумма, в случае, если приобретена квартира после 2014 года, это 3 миллиона рублей по уплаченным процентам. То есть 390 тысяч рублей можно вернуть. 390 тысяч? 390 тысяч рублей. Да. Но если за 1 год не получается вот такую большую сумму вернуть, да, это 260 тысяч за приобретение имущества, а также 390 тысяч за ипотечный процент, тем более, что в первый год вы 3 миллиона вряд ли заплатите, да, по ипотечным процентам, то надо будет подавать декларацию 3 НДФЛ каждый год, пока вы всю эту сумму не выберете. При этом социальные налоговые вычеты можно подавать на них декларацию ежегодно, так же, как и по инвестиционным налоговым вычетам тоже ежегодно, пока у вас открыт индивидуальный инвестиционный счет. Ну, я еще забыла добавить, что когда вы открываете индивидуальный инвестиционный счет, то нужно иметь в виду, что этот счет открывается на срок не менее 3 лет. То есть если вы открыли такой счет, воспользовались налоговым вычетом, то есть вам перечислили суммы налоговых вычетов, но по какой-то причине вы вынуждены были закрыть раньше срока, раньше 3 лет, то вам придется вернуть государству сумму налоговых вычетов, которая вам была перечислена. И, возможно, вам еще и неустойку начислят. Поэтому надо быть внимательными. Если вы открываете такой вид брокерского счета, то должны помнить, что он должен у вас быть открытым не менее чем на 3 года. Отлично. Все-таки давайте расскажем нашим телезрителям
Откуда берется вот эта сумма, вот именно налоговых вычетов? С чего она образуется? Чтобы нашим телезрителям стало предельно понятно, откуда человек может вернуть эти деньги. Ну, ставка налоговая по НДФЛ, это налог на доходы физических лиц, она указана в налоговом кодексе. Соответственно, мы понимаем, что, значит, максимальная сумма, которая берется к учету определенная, ну, например, те же 120 тысяч, да, и 13% от этой суммы, это есть 15 600, которые можно вернуть. Да? Поэтому, допустим, если у вас были расходы по социальным налоговым, по тем услугам, которые подпадают под социальный налоговый вычет, например, у вас ежегодно взнос по накопительному страхованию жизни, по такому полису, 100 тысяч, да? То есть вы со 100 тысяч можете получить 13% обратно, да? То есть 13 тысяч То есть 13 тысяч рублей. Это, ну, это если такой простой подсчет, да? Вот. И разница, допустим, на образовательные услуги. Вот у вас максималка получается, от 120 тысяч у вас 13%. Что входит в образовательные услуги? Давайте вот прям расскажем нашим зрителям, чтобы им было более понятно. Это услуги репетиторов или что это? Ну, нужно разделять образовательные услуги на себя и образовательные услуги на детей, образовательные услуги на родственников. Да? Вот. Образовательные услуги на себя – это вот в рамках 120 тысяч. Образовательные услуги на детей до достижения ими 22 лет, по-моему, если они находятся на очном обучении. Вообще до 18 лет, до совершеннолетия. Да? Там идет сумма 50 тысяч. Это отдельная графа. Это дает нам возможность получать еще и дополнительно вот к той сумме социального налогового вычета, которая есть. 120 тысяч и плюс 50 тысяч на детей. Уже получается. Да. Так, а есть еще налоговый вычет на образовательные услуги на близких родственников. Например, сестра или брат у вас находится на обучении очном, то вы тоже можете на них подавать декларацию на получение социального налогового вычета. И нужно оговориться, что, например, если вы находитесь в браке и обучался ваш супруг, то вы не можете подать декларацию за его обучение. Вы можете подать декларацию только за свое обучение, а супруг подает за свое обучение самостоятельно. Но по медицинским услугам, например, вы можете подать на налоговый вычет и за супруга. А за родителей? Вот по медицинским именно. По медицинским услугам за родителей тоже можно. Также можно и за страховые полисы, которые вы оформляете на своих родителей. Это тоже можно возвращать налоговый вычет. Замечательно. И сумма вот по медицинским страховым, она как-то отличается вот от общих или она... Это все входит в рамки вот этого социального налогового вычета. То есть, если у вас были одновременно и расходы на медицинские услуги, и расходы на спорт, и расходы на образование, и расходы на страховку, то в год все эти услуги не должны превышать 120 тысяч рублей. И вот по ним вы получаете эти 13%. И плюс еще 50 тысяч на ребенка. И 50 тысяч на ребенка, на образование ребенка, да, плюс к этой сумме. Плюс к этой сумме. Ну хорошо. И только раз в год это можно посчитать? Или есть, допустим, вот я слышала, что можно за 3 года сдать, допустим. Можно за 3 года копить и сдать одной суммой. Или, например, каждый год, ежегодно сдавать вот эти вот квитанции. Что там, что вообще, какой пакет документов нужно собрать человеку, чтобы вот получить этот налоговый вычет, это именно социальный, который касается именно социальных услуг? Что касается социального налогового вычета, ну, пакет документов такой. Это справка 2 НДФЛ о вашем доходе, и там есть информация о том, сколько вы уплатили налогов, да, ваш НДФЛ. Эта информация хранится в вашем личном кабинете на сайте налог.gov.ru. То есть вы можете у работодателя, в принципе, эту справку не запрашивать. Это должны быть документы на данный вид услуг, а также чеки, ну, приходники. Документы — это договор? Документ — это договор, да, который вы заключаете с предприятием. Должны быть какие-то отметки дополнительные. Вот нужно просить ту организацию, которая оказывает нам образовательные услуги, или куда вот мы, допустим, ходим на фитнес, да? Нужно ли, чтобы они ставили какие-то отметки дополнительные в договор, или не нужно об этом просить? Ну, обычно, например, в договорах на образовательные услуги номер лицензии указывается прямо в самом договоре. То есть это обязательное условие для возврата? Нет, это не обязательно. Если в договоре указано это номер лицензии,
лицензии, то саму лицензию можно не прикладывать. Так же, как и по медицинским услугам. Да? Лицензию тоже можно не прикладывать, но по медицинским услугам нужно дополнительно предоставить справку от медицинского учреждения, в которой будет указано, что наша клиника действительно предоставила данному налогоплательщику медицинские услуги на такую-то сумму. То же самое у страховой компании, у стоматологии. Да. Значит, если вы делали УЗИ платное где-то, то вы можете по такому договору запросить у них справку, они вам предоставят ее, вы ее заберете, предоставите в личный кабинет налог.gov.ru при подаче декларации скан или фотографию отчетливую. Налоговая инспекция принимает такие документы. Ну и также по страховым тоже, да. Также, если говорить про услуги фитнеса, тут несколько сложнее. Во-первых, это тот вычет, который появился совершенно недавно, да, и там есть некоторые условия. Во-первых, организация должна находиться в специальном реестре, который утверждает Министерство спорта. Да? И вот по нашему региону необходимо посмотреть, находится ли та организация, в которой вы получаете вот эти услуги фитнеса, входит ли она в этот перечень. Это во-первых. Во-вторых, АКВЭД этой организации обязательно должен быть основной именно по занятиям спортом. То есть это не дополнительный вид услуги, это основной вид услуги того учреждения, в которое вы обращаетесь для получения такой услуги. Также необходимо доказывать, что это предприятие не является недобросовестным поставщиком услуг, и что персонал, который там работает, является квалифицированными, да? Профессионалами в своем деле. То есть у них есть специальное образование в области спорта. Это вот такие есть особенности именно по услугам фитнеса. То есть там не все так просто? Не просто чеки приложил и оплатил? Там не все так просто, действительно. Но это не так сложно на самом деле. Достаточно один раз оформить налоговый вычет и взять себе как за правило, что каждый год в определенный период я собираю эти документы. Иногда нужно, конечно, пособирать эти бумажки действительно. Расскажите о своем опыте. Я точно знаю, что вы это делаете, что практически каждый год вы сдаете декларации на налоговый вычет. Вот поделитесь с нашими телезрителями, ведь им это будет очень интересно, именно вот вашим опытом. Как вы это делаете? Я помню, вы даже рассказывали, что у вас есть отдельная папка, в которой хранятся все бумаги, и потом вы все это распределяете, если нужно сканировать, сканируете. То есть, я думаю, что нашим зрителям будет это очень интересно. Во-первых, у меня всегда стоит напоминалка о том, что я должна в январе месяце начать уже собирать документы для подачи декларации 3 НДФЛ. А когда ее нужно подавать? Я действительно подаю ежегодно, хотя это можно делать действительно раз в 3 года, как вы и говорили. Просто есть такие риски. Вот та организация, в которой я получала медицинскую услугу, через 3 года будет ли работать, смогу ли я там получить справку? Вот если я не уверена, то я буду подавать ежегодно. Лучше я каждый год буду это делать. Мне это не сложно, потому что, в общем-то, я это делаю с 2008 года. То есть опыт у вас большой. У меня большой опыт, да, по оформлению налогового вычета. И если раньше это было довольно сложно, потому что необходимо было это делать прямо приходя в налоговую инспекцию, и мы заполняли это прямо на бумаге, то с каждым годом личный кабинет совершенствуется на сайте налог.gov.ru, и сейчас это не представляет никакой сложности даже для начинающего. То есть там все очень понятно. Главное, чтобы все документы были в полном у вас комплекте. И даже если вы что-то забыли туда положить, да, приложить, то налоговый инспектор вам позвонит в то время, когда у вас будет уже проходить камеральная проверка, и скажет, что вот не хватает такого-то документа, вы его предоставите. То есть у нас налоговая инспекция процесс именно оформления 3 НДФЛ очень упростила. Это очень хорошо. С каждым годом это все упрощается, и для нас становится все удобнее. Но я могу подтвердить ваши слова, потому что действительно я летом подавала на налоговый вычет тоже, и в принципе я не дожидалась основного срока. То есть в течение года мы же все время можно подавать это в течение года. То есть нету там с 1 ограничений какой-то там только 1 апреля вы подаете налоговую декларацию для налоговых вычетов. Такого же нету? Такого нет. Вот. До 31 декабря вы, например, можете успеть в этом году подать декларацию на налоговые вычеты за 2022, 2021 и 2020 год. Вы до 31 декабря можете успеть. Надо просто вспомнить за вот этот период, какими услугами мы пользовались, за которые можно подать декларацию для получения налогового вычета.
Мгм. Ну, вообще, вот как вы считаете, как эксперт уже, да, какие самые популярные налоговые вычеты вот вообще существуют? Вот из тех перечисленных, о которых мы с вами вот рассказали нашим зрителям. Какие из них самые популярные? Ну, во-первых, тот вычет, о котором знают все и который позволяет вернуть действительно крупную сумму в семейный бюджет, это, конечно, имущественный налоговый вычет, потому что приобретение недвижимости, оно, конечно, и по деньгам затратное, да, и это хороший такой бонус, да, возврат части денег, поэтому об этом знают многие, и, соответственно, в первую очередь они стараются оформлять именно имущественный налоговый вычет, забывая о том, что можно подавать налоговую декларацию на социальные вычеты, допустим, налоговые, да, ежегодно, потому что мы определенными видами услуг пользуемся ежегодно. И поэтому ежегодно можем подавать на вычет и по этим видам услуг. А также я считаю, что очень хорошая возможность пользоваться ежегодным налоговым вычетом – это инвестиционный налоговый вычет, потому что вы ежегодно можете 52 тысячи рублей возвращать в свой бюджет. Да, Но это из уплаченных 13% от суммы 400 тысяч. А сумма 400 тысяч, от суммы взноса на ИИС по типу А. Мгм. То есть если у человека сейчас, допустим, есть 400 тысяч на руках, он может открыть себе индивидуальный инвестиционный счет и сразу получить налоговый вычет в размере 52 тысячи. В следующем году 52 тысячи. И эти 52 тысячи опять положить еще, заново разместить их на инвестиционный счет и пополнять этот инвестиционный счет. Уже на разницу от уже 400 тысяч. Да. Ну, то есть это такая вот интересная стратегия, которой тоже многие пользуются. Ну, это же выше, чем ставка по... Ну, сейчас не будем говорить, что выше, потому что сейчас ключевая ставка поднялась, да, и уже некоторые банки предлагают и процент выше, чем 13%, чем размер налогового вычета. Поэтому, ну, тут тоже такой спорный момент. Но я бы хотела добавить, что это не просто вы положили эти 400 тысяч, и за них просто вам вернули 52 тысячи рублей налога. Обязательно нужно приобрести какой-то инвестиционный продукт, чтобы налоговая инспекция понимала, что вы действительно это в целях инвестирования открыли инвестиционный счет, который предполагает возврат внесенных денег как налоговый вычет. И должен быть обязательно, какая-то сделка там должна быть совершена. Это не просто, что вы положили деньги и ждете, что вам вернут эти деньги. Часть. Понятно. Так вот, и давайте все-таки вернемся к имущественным вычетам, да? Как человек может распорядиться этими деньгами? Как он вообще получает эти деньги? Вот как это происходит? Вот, хорошо, человек зашел на сайт налог.gov.ru, зашел в свой личный кабинет, оформил декларацию 3 НДФЛ, подгрузил туда все документы, связанные с куплей-продажей этого дома, да, нового дома, нового жилья, там, кредитный договор и так далее. Все это он туда подгружает. Далее что происходит? Далее документы уходят уже в налоговую инспекцию, и начинает как бы течь срок вот этой камеральной проверки. Да? По закону это 3 месяца на саму проверку и 1 месяц на перечисление. Статус можно будет проверять у себя в личном кабинете на сайте налог.gov.ru, ну а результат – это поступление денег на банковскую карточку. Просто деньги поступают на банковскую карту и все? Да, потому что вы указываете реквизиты вашей банковской карты, когда заполняете эту налоговую декларацию, там есть такой раздел «Указать банковские реквизиты для перечисления». Можно ли назвать это чистым доходом для человека? Ну, да, в какой-то степени это и есть чистая прибыль. Почему? Потому что вы уже уплатили эти деньги в бюджет в виде налогов, да, и эти деньги вам возвращаются уже как чистая прибыль, да, можно и так считать. А как вы считаете, можно ли, допустим, доверять тем, условно, в кавычках, финансовым консультантам, которые обещают вернуть тот же пресловутый миллион от государства, да, и реально ли такое вообще? Давайте сейчас прямо нашим телезрителям расскажем об этом. Ну, в течение нескольких лет, если вы будете подавать каждый год декларацию 3 НДФЛ, используя все виды вычетов, которые есть, то через несколько лет действительно вы этот миллион от государства вернете. Ну, несколько лет, я полагаю, 3 года минимум. Ну, смотрите, если, например, у вас собственность приобретена вместе с супругом, да, это общая совместная собственность, и объект, например, стоит 4 миллиона рублей, да, каждый из супругов может подать на налоговый вычет, да, по 260 тысяч рублей. Это уже 520 тысяч, да. Плюс еще, допустим, там процент по выплаченным ипотечным процентам.
Но вы же будете не в первый же год вот эти все суммы возвращать, да, 3 миллиона. Вы будете в течение нескольких лет возвращать. Это, наверное, лет 10, да. И в течение вот этих 10 лет вы будете подавать ежегодно налоговую декларацию на возмещение расходов по ипотечным процентам. 13% от выплаченных ипотечных процентов. Такая вот тавтология, да, ну вот, чтобы понятнее было. И также, вот, допустим, ежегодно вы подаете на те услуги, по которым вы можете претендовать на социальные налоговые вычеты. Надо иметь в виду, чтобы получить сразу миллион, это надо заплатить налог НДФЛ миллион, чтобы сразу его получить, да? Да. И в один год это не получится. Это все равно надо, чтобы прошло там, ну, по крайней мере, несколько лет точно. Я очень рада, что вы об этом сказали, потому что действительно так и есть. Чтобы получить миллион в виде налогового вычета, нужно заплатить налогов на миллион. Да? Это, я думаю, что наши дорогие телезрители сейчас получили ответ на свой вопрос. И еще один такой момент. Многие спрашивают, почему учитывается только доход за год? Допустим, вот за текущий год, да, вот для получения налоговых вычетов. Учитываются ли ранее уплаченные налоги? И за какой период? Если они учитываются, то за какой период? Ну, как я уже ранее сказала, да, что вы можете подать до 31 декабря 2023 года декларацию 3 НДФЛ за 2022 год. Предполагается, что в 2022 году вы тоже уплатили налоги. За 2021 год, и предполагается, что у вас были уплачены налоги в 2021 году, и также за 2020 год, и в этом году вы тоже уплачивали налоги. Вот то есть тогда вот этот период 3 года, в принципе, он действует? Принимаются к учету расходы, понесенные за предыдущие 3 года. Хорошо. А если вдруг человек вообще не умеет, вот, не пользоваться не знаю, компьютером, да, не умеет, там, не разбирается в этих вещах, может ли ему помочь работодатель как-то? Через работодателя тоже в последнее время получают налоговые вычеты. Нужно написать заявление в бухгалтерию. Просто пишет человек заявление и все? Ну, декларацию нужно подать через сайт налог.gov.ru. Ну, тут видите как, там, во-первых, очень много обучающих материалов на самом сайте. И, в крайнем случае, можно попросить родственников, чтобы помогли, допустим, пожилому человеку, который хочет оформить налоговый вычет. А уже получение самой суммы может быть через бухгалтерию, через работодателя. Вот здесь вот мы затронули опять такую интересную тему — возраст налогоплательщиков. Ведь, насколько известно, что у нас граждане пенсионного возраста, они освобождены от уплаты налогов. Вот тут как? Есть работающие пенсионеры. То есть работающие пенсионеры Работающий могут оформить? пенсионер, у которого есть справка 2 НДФЛ, он может подавать на налоговые вычеты и на имущественные, и на инвестиционные, и на социальные. Круто. И у него есть еще такое небольшое преимущество. Ему дается после выхода на пенсию вот не 3 года, как я говорила, да, предыдущих, а 4 года предыдущих. То есть он может, например, подать еще и за 2019 год. Светлана Александровна, мы затронули с вами такую очень интересную тему — налоговые вычеты, да? Но кроме ведь названных нами, да, в налоговых вычетах существует еще один интересный налоговый вычет от продажи имущества. Вот как это, что это такое? Объясните, пожалуйста. Иногда бывает так, что необходимо какой-то объект недвижимости продать. Ну или объект движимый, допустим, автомобиль, да? И в этом случае как поступить? Если автомобиль, допустим, у вас в собственности находится менее 3 лет, а вам нужно продать именно, вот есть острая необходимость, то вы можете воспользоваться таким вычетом, как 250 тысяч рублей. В том случае, если вы продаете в рамках вот этой суммы, то налог не уплачивается. Да? И есть еще один интересный налоговый вычет. Это на продажу недвижимости. Например, вы продали свою квартиру, да, и не дождались того срока, когда вы будете освобождены от уплаты налога. Да? А какой это срок? В основном это 5 лет, но по некоторым случаям и 3 года. Да? И вот, допустим, вы не выждали этот срок, у вас такая острая необходимость, вы можете воспользоваться налоговым вычетом в 1 миллион рублей. То есть вы выбираете, либо это будет разница от суммы покупки между суммой продажи, вы считаете вот эту разницу, и от этой суммы 13% будет ваш налог, который вы обязаны будете уплатить в следующем году государству, да, с продажи. И второй вариант, вы можете сминусовать 1 миллион рублей. Допустим, если вы продавали несколько объектов недвижимости в одном году. То есть это у вас, например, был и дом, и квартира. То есть вы тогда суммируете сумму
продажи по обоим объектам, отнимаете миллион. Если вам так выгоднее, то вы оплачиваете НДФЛ уже за минусом 1 миллиона рублей. Ну, это больше для населенных пунктов подходит. Это Потому что, такая экономия 130 тысяч получается? ну, там надо смотреть, потому что в некоторых случаях все-таки разница между покупной ценой и ценой продажи выгоднее бывает. Но в некоторых случаях вот 1 миллион рублей. Там надо То все есть все на считать. усмотрение, Все да? нужно считать, да. Все индивидуально. Все индивидуально. А для нежилой недвижимости и движимого имущества? Там идет срок 3 года, если у вас вашему объекту недвижимости 3 года собственности, то налог не уплачивается и декларация не подается. Если меньше 3 лет, то декларация подается и налог уплачивается, но там идет вычет 250 тысяч рублей. Еще бы хотела отметить, что если такой вид недвижимости, как коммерческая недвижимость, у него нету такого, что вы продержали ее в собственности 5 лет, и после этого можете продавать и не уплачивать НДФЛ. В любом случае НДФЛ надо будет оплачивать 13%. То есть вот эти условия, они не касаются коммерческой недвижимости? Не касаются только коммерческой. для имущества физических лиц? Только для пользования, не для коммерческих целей. Нет. То есть понятно, да, вся недвижимость, которая касается пользования, не коммерческих целей, для нее есть такие сроки, да, когда вы там владеете больше, чем 5 лет, или в некоторых случаях больше, чем 3 года, и можете не подавать декларацию и не оплачивать налог. Да? А по коммерческим объектам недвижимости нужно будет все равно оплачивать НДФЛ. Согласитесь, что налоговые вычеты – это реальный кэшбэк от государства, который действительно поддерживает в момент приобретения жилья и не только. Благодарю вас, Светлана Александровна, что вы в очередной раз к нам пришли и рассказали такую интересную тему, как налоговые вычеты. Ждем вас в наших следующих передачах. Спасибо вам, до свидания. Не позднее 1 ноября 2023 года Федеральная налоговая служба направляет налоговые уведомления физическим лицам для уплаты ряда налогов за 2022 год. А именно, это транспортный налог, налог на имущество, земельный налог. Заплатить налоги всем собственникам нужно до 1 декабря текущего года за предыдущий период. Самый простой и быстрый способ узнать начисленный налог на имущество – это проверить личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Выяснить, сколько человеку начислено налогов, можно и в личном кабинете на портале Госуслуги. Если у вас в собственности находится жилой дом, квартира, комната, гараж, парковочное место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения, а также автомобиль или имеется инвестиционный счет или вклад, то вам необходимо проверить портал Госуслуги и личный кабинет на сайте ФНС налог.gov.ru. ФНС отмечают, что могут не платить налог на один объект недвижимости дети с инвалидностью, в том числе с детства, и получатели пенсии, например, по потере кормильца. Имейте в виду, что на детей часто зарегистрированы жилые помещения, квартиры или дома в части или полностью, земельные участки и иные объекты. Это не редкость, особенно если учесть, что правила использования материнского капитала при приобретении жилья прямо предписывают выделять несовершеннолетним доли. Таким образом, дети – полноправные налогоплательщики, которые обязаны вносить в бюджет налоговые платежи. Никто никаких исключений по данному возрастному признаку не сделает. Процедура оплаты имущественного налога за несовершеннолетних детей родителями описана в памятке на сайте налоговой. Своевременная уплата налогов – конституционная обязанность граждан. Налоговая служба строго следит за пополнением бюджета за счет поступлений от налогов и сборов. Именно поэтому законом установлена серьезная ответственность за неуплату налогов. Не затягивайте и обязательно проверьте свой личный кабинет на сайте налоговой. С вами была Рита Якушева. До новых встреч в эфире.